Здравствуйте, меня зовут Трифонова Камила, я ученица 8 Б класса МАБУ ЕГЛ. Я расскажу про методику применения задач турнира юных биологов для углубленного изучения биологии. Актуальность. В школьной программе биологии выделяется по 1-2 часам в неделю, что недостаточно. Для участия в олимпиадах или конкурсах нужно более углубленные знания. При решении задач турнира юных биологов ученики проделывают исследовательскую работу и запоминают собранный ими материал. Цель работы – разработать методические рекомендации по применению задач турнира юных биологов в углубленном изучении биологии. Турниры юных биологов – это соревнования школьников, в котором школьники соревнуются в знаниях биологии, умении решать научные проблемы, логически мыслить, анализировать и доказывать свою правоту в дискуссиях. Задачи этого турнира открытого типа. Они не имеют окончательного и однозначного ответа, допускают использование разнообразного подхода для их решения. Условия сформулированы кратко и не содержат необходимых для решения данных, поэтому ученик должен самостоятельно сделать определенные допущения, чтобы выбрать модель для построения ответа. Выбор задачи. Я ученица 8 класса, и по программе сейчас изучается млекопитающие и их внутреннее строение. Поэтому из архива на сайте турнира я выбрала задачу про кентавра. Моя задача состоит в том, чтобы реконструировать анатомические, физиологические и экологические особенности кентавра, а также сравнить жизнеспособность кентавра и антикентавра. Кто такие кентавры? Кентавры – это древнегреческие мифологические существа, представляющие собой гибрид человека и лошади. Анатомические особенности. Скелет состоит из человеческих и лошадиных костей. Количество костей превышает количество костей среднестатистического человека или коня. Примерное количество позвонков равняется 70-76, исходя из количества позвонков человека и коня. Кентавр состоит из более чем 650 мышц. Сердце и легкие расположены в человеческой части кентавра и занимают большую часть торса. Пищеварительная и репродуктивная системы в конской части. Сердце чуть крупнее, чем сердце человека или коня, и весит оно приблизительно 5 килограммов. Диафрагма – мышца, находящаяся на разделении грудной и брюшной полости, находится на стыке человеческой и конской частей. Головной мозг расположен в человеческой части и имеет строение, сходное с человеческим мозгом. Спинной мозг находится в обеих частях организма, и нервная система пронизывает все тело. 88 миллиардов – приблизительное количество нейронов в нервной системе кентавра. Физиологические особенности. Головной мозг имеет функции такие же, как и у головного мозга человека, однако двигательная зона головного мозга кентавра более развита, в отличие от той же зоны человеческого мозга. Пульс, исходя из количества ударов в минуту у коня и человека, а также из общего правила, что чем крупнее животное, тем медленнее частота пульса в состоянии покоя, составляет 15-35 ударов в минуту. Функции пищеварительной и репродуктивной системы сходны с функциями этих систем у коня. Экологические особенности. Кентавр – это наземное млекопитающее, и поэтому он распространен почти во всех природных зонах, преимущественно в зонах жестколистных вечно зеленых лесов и кустарников в средиземноморном субтропическом климате, так как это более благоприятные для них условия. Именно они населяют в большей части центральную и южную Португалию, центральную и южную Италию, Адриатическое побережье Хорватии, Греции, а также южную часть Болгарии и европейскую часть Турции. Сравнение жизнеспособности кентавра и антикентавра. Я считаю, что кентавр более жизнеспособное существо, так как кентавр, во-первых, имеет более развитую мускулатуру, во-вторых, кентавр более разумное существо, и в-третьих, у кентавра более развит шерстяной покров. Из решения этой задачи я могу выдвинуть свои методические рекомендации. Для учителей. Выбрать задачу, подходящую под тему урока или подготовки к Олимпиаде на сайте турнира юных биологов, обозначить цели задачи работы и применить эту задачу на уроке или выдать как домашнее задание. А для учеников для решения задачи я рекомендую изучить все термины и понятия,
придумать свое решение задачи и выяснить плюсы и минусы своего решения. Заключение. Таким образом, я изучила задачи турнира юных биологов и разработала свои методические рекомендации. Спасибо за внимание.